Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, друзья! Сегодня для вас работает Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. У нас в гостях девушка из Южной Кореи, Кристина Васильева. Добрый день, Кристина. Добрый день. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Кристина, расскажи, пожалуйста, немного о себе, откуда ты родом и как давно ты живешь в Корее. Я родом из Якутска, а в Корее я живу уже 3 года. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Сеуле? Учишься, работаешь? Сначала я поступила в магистратуру 3 года назад в университет Хангук иностранных языков. Потом мне предложили пройти интерншип в Корейско-Российском деловом совете, в котором я сейчас уже работаю. А как проходила твоя адаптация к новой стране, к новой культуре? Адаптация моя проходила не так трудно, потому что я уже была в Корее до этого. Училась по обмену через СВФУ в том же университете, в котором я училась в магистратуре. Потом во время школы, когда я училась в сахакорейской школе, я ездила на стажировки. Я уже была привыкшая к корейской культуре, корейской еде, поэтому было несложно, адаптироваться. Получается, ты изучала корейский буквально с детства, да? Да. С 5 класса. С 5 класса. И говоришь сейчас в совершенстве. Не то чтобы в совершенстве, не как корейцы, а нет проблем в общении с корейцами. А когда ты впервые побывала в Корее? Ты упомянула сахакорейскую школу, да, и стажировку. Какие у тебя были впечатления? Как я помню, это был 8 класс. В 2008 году первый раз нас отправили на 1 неделю, как стажировка для школьников нашей школы, которые хорошо учатся, себя как-то проявили, и их награждали такой путевкой на каникулы в Сеул. Сейчас наверняка ты знаешь, что очень популярна кей-поп-культура, особенно среди молодежи в Якутии. Наверняка тебя знакомые, спрашивают, встречала ли ты кого-нибудь из известных личностей в Корее? На улице нет, я не встречала кей-поп-звезд. Я их видела на концертах, как они выступают. А так на улицах их очень сложно встретить. Если ты не живешь там в Каннаме, в таких дорогих районах, где они живут. Как ты думаешь, чем можно объяснить популярность этого направления? Мне кажется, есть очень много причин. Во-первых, мне кажется, это их фан-клубы, как они их называют, фандомами. Мне кажется, те люди, у которых один интерес, они могут найти друг друга в интернете и как-то развивать свое сообщество, тем самым как-то интерес к их группе больше увеличивается. И наверное, еще у них есть такая система, как стажировка этих айдолов. Кей-поп-звезды их называют айдолы. Они проходят стажировку, когда им где-то по 10, по 9 лет, когда они очень молодые, и они стажируются больше 5-6 лет. И когда они пройдут эту стажировку, тогда только они могут стать какими-то звездами там. Интересная система, да? То есть они проходят очень сложный отбор и подготовку. И в каждой группе у них есть рэп, тот, кто исполняет рэп, вокал, тот, кто отвечает за танцы. Мне кажется, это уникальная система, в кей-поп-индустрии. По сравнению например, с американскими звездами. Еще сейчас очень популярны также корейские сериалы. Смотришь ли ты их и какие твои любимые? Когда у меня бывает свободное время, я иногда смотрю. Самый последний сериал, который я смотрела, это называется Sky Castle. И еще я смотрела «Гоблина». А насколько жизнь в сериалах и жизнь настоящих корейцев, она похожа? Конечно, в корейских сериалах они немного приукрашивают все, но есть, наверное, доля реальности корейской жизни. А можешь ли ты рассказать, какие есть стереотипы корейцев о россиянах? Наверняка ты встречалась с такими стереотипами.
Да, есть стереотипы. Корейцы в основном, когда им говоришь, что ты из России, они сразу думают, что будет какая-то, девушка, блондинка, голубоглазая. Но все думают, что это, русские. Они не знают, что Россия — это многонациональная страна. Не все, конечно, а единицы знают только об этом. Когда ты говоришь, что ты из России, они думают, что ты, этническая кореянка, либо у тебя, кто-то из предков твоих корейцы, вот. А знают ли корейцы о Якутии? И что ты обычно рассказываешь своим друзьям, коллегам о Якутии? Когда они спрашивают, откуда я начинаю сразу говорить что я из России, из республики Саха, и что там живут азиаты. Они тоже выглядят как корейцы, но мы немножко другие, и они сразу понимают. И либо я говорю что я из Сибири, и тогда они сразу представляют, да, что там живут тоже азиаты. Вот. Кристина, я знаю, что по мере своих возможностей ты помогаешь делегациям из Республики Саха-Якутия. Можешь ли, пожалуйста, поделиться самыми интересными моментами? Когда я училась в магистратуре, у меня появилась возможность поработать в Институте российских исследований при нашем университете. И нашей задачей было встретить российские делегации, профессоров, ученых. Мы много встречали. И одна из запомнившихся встреч была встреча с Евгенией Исаевной с Северо-Восточного федерального университета. А до этого, когда я просто училась, была студентом, я помогала встречать наших школьников с Саха-корейской школы. У них каждый год им дается возможность посетить Сеул где-то на неделю, на 2. Спасибо большое. Здорово, что ты продолжаешь помогать Якутии, несмотря на то, что ты работаешь в другой организации, да? Надеюсь, эта добрая традиция продолжится. Я тоже очень благодарна, и я всегда рада помочь нашим землякам, тем, которые приезжают в Сеул. С чем связана твоя работа? Можешь о ней тоже немножко рассказать? Я сейчас работаю, как я уже говорила, в Корейско-Российском деловом совете. Это корейская неправительственная организация. Наша организация, она содействует развитию экономических отношений между Россией и Кореей в плане экономики и бизнеса и инвестиций. Какие самые, наверное, активные регионы по работе с Кореей? В основном мы работаем с центральной частью, с Москвой и Санкт-Петербургом. К сожалению, когда я начала работать, пока не было возможности поработать с нашей республикой. Но я надеюсь, что в будущем у нас будут совместные мероприятия либо здесь, либо в Корее. А как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы развивались сахо-корейские отношения, чтобы они вышли на новый уровень? В первую очередь я считаю, что нужно сохранить те обменные программы в Северо-Восточном федеральном университете, которые существуют, и как-то их дальше развивать. И думаю, что нужно организовать какие-либо совместные мероприятия либо в Якутии, либо в Сеуле, уже связанные именно с Республикой Саха. Например, можно было бы организовать какую-нибудь информационную встречу о Якутии, о туризме в Якутии, чтобы сюда больше приезжали из Республики Корея, либо наоборот из Якутии больше ехали якутян в Сеул. А скажи, пожалуйста, часто ли ты общаешься с якутянами в Корее? Да, у меня есть друзья, которые учились у нас в университете, где я окончила магистратуру. Также есть якутяне, которые работают уже в Сеуле, которые живут очень долго, дольше, чем я. С ними общаемся, да. Как обычно проходит это общение? Как часто вы собираетесь? К сожалению, не так часто, так как Сеул он большой и все очень заняты. Наверное, собираемся раз в месяц. Хорошо. А скажи, пожалуйста, что бы тебе хотелось сделать для того, чтобы помочь развитию Якутии? Были ли у тебя такие мысли? Да, у меня были такие мысли. Я стараюсь поддерживать связь
с республикой, с нашими, которые живут в Якутии. Ну, если будет какая-то возможность, с моей стороны я буду помогать. Спасибо большое, Кристина. Желаю тебе дальнейших успехов в работе. И хотелось бы, чтобы ты сказала несколько слов пожеланий нашим радиослушателям. Я благодарна вам за то, что вы меня пригласили. Желаю вашему подкасту больше развития, больше интересных гостей и радиослушателей. Спасибо. Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Кристина Васильева из Кореи, а для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. Ocustas hayalarda Exiller örüsterde Cirimnes küllerde Saham siremin doydu Saham siremin colu Saham sire gereğin Saham sire gündügün Uygulak sayınnak Damoron kılınnak Gülümür gühünler Sandarar saskılar Saham siremin doydu Saham siremin colu Saham sire gereğin Saham sire gündügün Diterде Sugunas kadınlarda Meribet besterde Debenet dedin nerede Saham siremin doydu Saham siremin colu Saham sire gereğin Saham sire gündügün Sexiye